Несколько раз в год, в даты, памятные для крымских татар, улицы и площади Крыма заливает голубое море крымско-татарских национальных флагов. Голубой стяг с золотою тамгой в углу давно стал одним из хорошо узнаваемых символов Крыма. Эти знамена развиваются не только на полуострове, но и везде, где живут крымские татары – в Киеве, в Стамбуле, в Нью-Йорке и во многих других городах. Каковы же символика и значение этого флага? Те, кто не особенно углублялся в историю Крыма, зачастую считают голубое знамя с золотой тамгой государственным флагом Крымского ханства. И такой ход рассуждений нетрудно понять. Ведь действительно, если в прошлом крымские татары имели собственное государство, то почему бы им и в наши дни не использовать флаг своей былой державы? Давайте попытаемся выяснить, так ли это на самом деле, а заодно и найти ответ на вопрос, что же означает символ, который сами крымцы называют кок-байрах, то есть голубое знамя. В исторических источниках ханских времен порою встречаются упоминания о крымских флагах. К сожалению, большинство из них ничего не говорит о цвете этих знамен. И одним из редчайших исключений является описание военного похода хана Девлета I Герая к Волге и Астрахани в 1569 году. Согласно этому описанию, ханскую ставку постоянно сопровождало несколько знамен. Самое главное из них с величайшим почетом хранилось в ханском походном шатре. Оно было красным, с вышитыми золотом арабскими надписями. А среди остальных флагов были черный, белый с зелеными концами и два темно-красных, с желтой и с белой каймой. Что же они означали? Можно предположить, что черное и белое знамя служили религиозными символами священной войны. Ведь из преданий известно, что именно черное и белое полотнища использовали в качестве флагов воины пророка Мухаммеда, и впоследствии этот обычай распространился по многим странам мусульманского мира. Темно-красные с разноцветными краями, не исключено, были флагами крупных подразделений армии, ибо и другие документы подтверждают, что подобные боевые знамена вручались ханским военачальникам. А вот что касается расшитого золотыми буквами красного знамени в ханском шатре, то оно могло попасть в Крым из Турции. При Османском дворе с XVI века хранили как великую святыню так называемый санджах и шериф – кусок черной шерстяной материи, нашитый на зеленый шелк. В Турции считали, что это было знамя самого пророка. Полотнище было настолько древним и ветхим, что его уже нельзя было вывешивать, и потому для него сделали замену – красно-зеленый флаг с вышитыми религиозными текстами и именами сподвижников пророка. Султан бережно хранил санджак и шериф во дворце, выставлял только в дни больших торжеств, а во время военных походов держал его в своем личном шатре. Подобное священное знамя, несомненно, имели и крымские ханы. Ведь при церемонии восхождения на престол каждого нового крымского правителя турецкий султан, помимо драгоценной сабли и прочих почетных даров, вручал ему также и знамя. Не исключено, что таким подарком от султана и мог быть тот красный флаг, который Девлет Герай-хан всегда держал при себе в походе. В целом, цвета знамен, с которыми выходили на войну крымские и турецкие правители, был весьма схож. Хорошо известно, что султанов в бою тоже сопровождали белые, зеленые, красные, желтые, бело-зеленые и красно-желтые флаги. Среди прочих немногочисленных сведений о ханских флагах особое место занимает один старинный голландский морской справочник, изданный в самом конце XVII столетия. В нем изображены флаги различных держав, в том числе и два флага, как называют авторы, татарского императора. Их показано два. Они золотистого цвета, и на одном из них помещена черная сова, а на другом черный дракон.
Трудно сказать, откуда почерпнули свою информацию авторы справочника, однако известно, что сова издавна считалась одним из символов Чингисхана, далекого предка крымских ханов, а дракон порой встречался и на европейских гравюрах, изображавших знамена крымских войск. Так каким же все-таки был государственный флаг Крымского ханства? Правильный ответ на этот вопрос может прозвучать весьма неожиданно. Такого флага не существовало вовсе. Дело в том, что на Востоке различного рода флаги использовались еще с очень давних времен, как личные знамена правителей, должностных лиц, воинских подразделений и даже ремесленных цехов. Но вот понятие единого государственного флага, который бы символизировал собой всю страну, возникло в Западной Европе лишь уже в сравнительно поздний период. Даже в Османской империи государственный флаг в современном понимании был введен лишь к середине XIX века, а Крымское ханство попросту не успело дожить до тех времен, когда обычай иметь государственный флаг стал обязательным для каждой страны в мире. Потому-то в 1917 году, после февральской революции, перед Всенародным собранием крымских татар Курултаем и встал вопрос об утверждении общенациональной символики, которой до того просто не существовало. Отчасти здесь пригодился пример Турции, где в качестве военного и морского флага использовали красное знамя, а как религиозный штандарт – зеленый. Подобным же образом поступили и делегаты Курултая, приняв красный флаг как военный, а зеленый как религиозный. Однако в Крыму было одно существенное отличие от имперской Турции того времени. Вопреки распространенному мнению, собравшийся в 1917 году в Бахчисарайском дворце Курултай вовсе не провозглашал воссоздание независимого крымско-татарского государства. По сути, он лишь объявил о своих полномочиях как всенародного представительства всех крымских татар. Далее планировалось вместе с представительными органами других народов Крыма созвать Всекрымское учредительное собрание и уже на нем совместно определить будущее полуострова как Крымской Народной Республики, в основу которой был бы положен принцип «Крым для жителей Крыма». Поэтому Курултаю требовались не только военные и культовые штандарты по турецкому образцу, но и настоящее общенациональное народное знамя, которое символизировало бы собой не государство и не правительство, а всю крымско-татарскую нацию. В качестве такого знамени Курултаем было утверждено простое голубое полотнище. Крымско-татарский ученый Осман Акчакрахлы, который сам был делегатом первого Курултая, заранее изучил вопрос о традиционном цвете знамен в Крыму и во всем мусульманском мире. Он не нашел в источниках упоминаний о голубых знаменах и отметил, что этот цвет вошел в национальную символику Крыма лишь сравнительно недавно. Это было связано с возникновением и распространением на рубеже XIX и XX столетий идей пантюркизма, то есть движения за единство тюркских народов. Здесь можно добавить, что в формирование этой идеологии в свое время внес значительный вклад знаменитый крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. Приверженцы пантюркизма толковали голубой цвет как символ древнего общетюркского наследия, как цвет неба, культ которого у древних тюрок был настолько значим, что они даже называли себя коктюрками, что можно перевести и как «голубые», и как «небесные». Это одна из причин, по которой голубой цвет сегодня присутствует в национальных и государственных флагах различных тюркских народов. Впрочем, подчеркнув свою общность с родственными народностями, крымские татары отразили в своем флаге и собственную самобытность. Об этом свидетельствует присутствие на флаге тамги, древнего родового знака ханской правящей фамилии Гераев. В отличие от ханского знамени, тамга широко представлена в исторических материалах. Ее можно видеть на крымских печатях, монетах и даже на стенах построек ханского времени в Бахчисарае. Крымские гераи не были первыми, кто использовал трезубую тамгу.
Незадолго до их прихода к власти этот знак уже применялся их дальними родичами на окраинах Золотоордынской империи, которые, стремясь выйти из-под власти Орды, в знак своей самостоятельности чеканили на своих монетах вместо двузубой ордынской тамги новую, трезубую. Однако свою окончательную форму этот знак обрел лишь при гераях и закрепился как их родовой символ. Как и ханские боевые знамена, тамга являлась не государственным символом, а лишь родовым знаком правящей династии. Помимо тамги гераев, в Крыму существовало и множество других. Так, например, свою тамгу имел каждый из знатных крымских родов, а в степной части полуострова даже каждое более или менее крупное семейство. Таких тамг были сотни, если не тысячи. Конечно, они не чеканились на монетах, их использовали в быту для клеймения лошадей, скота, а иногда родовую тамгу высекали и на надгробных памятниках. Во время Курултая 1917 года ханская тамга получила новое значение. Из семейного, династического знака она превратилась в общенародный символ и заняла свое место на новом флаге, олицетворяя на нем историческую связь прошлого с настоящим. Последние годы предпринималось немало попыток пояснить значение ханской тамги. В ней видели и весы справедливости ханского суда, и символ единства трех знатных родов Крыма. Однако история подобных изображений в Северном Причерноморье уходит так глубоко в прошлое, вплоть до загадочных сарматских знаков, что, пожалуй, правильным будет признать: точное значение трезубого символа позабыто многие сотни лет назад, еще задолго до возникновения Крымского ханства. Не исключено, что тамга крымских ханов имеет общие корни с геральдическими знаками правителей соседних стран, тризубом киевского князя Владимира, колюмнами литовского князя Гедимина, но и эту связь доказать уже очень непросто. Благие надежды Курултая 1917 года на то, что жители многонационального Крыма смогут, мирно договорившись между собою, сами определять будущее своего края, очень скоро рухнули. Захватив власть в Крыму, большевики устроили здесь кровопролитный массовый террор, не щадя при этом ни тюрок, ни славян. В следующий раз всенародно избранный Курултай собрался в Крыму лишь в 1991 году. На его заседании голубой флаг вновь был утвержден в качестве национального символа. С этих пор над Крымом в дни народных праздников и траура расцветают сотни голубых знамен с желтой ханской тамгою. Поднимая на древках колышущиеся отражения голубых безоблачных небес, люди выражают свое желание, чтобы небо над ними и их детьми всегда оставалось мирным.